одноязычный сайт, на который было бы легко зайти, потому что любой человек, допустим, чтобы начал там что-то редактировать, эта возможность должна быть ему всегда открыта, чтобы ему было возможность пользоваться родным языком в интернете. Итак, одноязычный сайт, на который можно было бы легко зайти, изменения в котором могли бы быть легко откатаны, не дай бог, кто с ошибкой написал на языке. Или, не дай бог, какой-нибудь националист пришел и испоганил все материалы. Если любой может зайти, так можно зайти либо националист, либо наоборот русист какой-нибудь, русофоб или русофил. Ну, мало ли кто. Раз я говорю, любой зайти. Итак, вот отдельным звеном в интернет-сегменте на любом языке, хоть на алтайском, хоть на башкирском, хоть на казахском, хоть на хантыйском языке недавно появился один сайт, не Вики, но вообще один единственный сайт в интернете на хантыйском языке появился, их можно отдельно поздравить. Уже достижение. Итак, на любом языке отдельный сегмент интернет-пространства составляют вики-проекты. В чем сущность технологии Вики? Вот мы сейчас видим на экране главную страницу башкирской Википедии. В чем суть технологии Вики? Эти проекты могут быть свободно наполняемы. Это продолжение темы свободного программного обеспечения. Просто в данном случае под программным обеспечением подразумевается движок Вики. Его легко установить, на нем легко редактировать. Вот смотрите, я сейчас только залогинился в свой аккаунт, я нажимаю кнопку «Uzgar.rg», вот, допустим, какую-то мусорку накажет, включаю статью, например. Вот. Нажимаю «Uzgar.rg», ввожу изменения, нажимаю «Я записать страницу» и все. Так же ведь и вы можете сделать, правда? Ничего сложного. Совершенно верно. Кроме того, ценность проекта в том, что каждый народ, язык которого официально признан на международном уровне, имеет полное право создавать эти проекты на родном языке. Для этого создан отдельный сайт в рамках всех вики-проектов. Но об этом мы поговорим поподробнее немножко позже. Итак, Википедия — это свободная энциклопедия, которую может редактировать каждый. Башкирский раздел создан чуть более 10 лет назад. Вернее, не башкирский раздел, сам проект создан чуть более 10 лет назад. И первоначально исключительно на английском языке, потом французы возмутились, как это так, почему англичане узурпировали себе этот проект, мы тоже хотим. А там пошло-поехало, еще и родные языки подключились. Но кроме Википедии имеется еще и Wikibuzlek, Wiki-словарь, свободный многоязычный открытый словарь. Вы можете, имея интерфейс на своем языке, с любого языка переводить слово на свой. Алтайцы на алтайский, тувинцы на тувинский, казахи на казахский и так далее. Казахский Wikiswestek прекрасно работает, кстати. Очень активно заполняется. Помимо этого есть Вики-новости. Национальные новостные агентства ведь работают, ну, скажем так, не в полном режиме на родном языке. Республиканские, допустим. Даже в Казахстане половина там идет на русском вещании, по-моему. А Вики-новости дают вам шанс писать о любых событиях, которые могли бы претендовать на новостную статью, но исключительно на родном языке. Каковы ограничения? Так, вот здесь еще есть метавики, это координирующий Викитека на русском, по-английски Wikisource. Это набор текстов, находящихся, внимание, в свободном доступе, не защищенных авторским правом. Как правило, это либо должно быть разрешение автора или его наследника, или это человек, умерший до 43-го года. То есть, допустим, того же Мифтахиддина Акмулу мы вполне можем туда, в башкирский раздел, вводить. У алтайцев тоже ведь есть в прошлом веке, скажем, почившие писатели? Да, разумеется. В прошлом веке все национальные литературы были, конечно, на взлете. Поэтому эти тексты вы можете легко, вот
сейчас башкирский вариант Wiki-Китапхана. Вот она. Викитека. Сейчас, как вы видите, 1119 текстов сейчас расположены в башкирской вот этой вот библиотеке на основе технологии Вики. Итак, каковы ограничения? Во-первых, это проекты свободные. То есть то, что защищено авторским правом, будь то текст, будь то какие-то рисунки, будь то медиафайлы, оно не может быть размещено иначе, как по разрешению правообладателя. То есть если вы решили, допустим, включить в свою статью какую-то картину, которая защищена авторским правом, если она не иллюстрирует основной предмет статьи, если статья не об этой картине, то ее включать лучше не надо. Потому что это не соответствует критериям использования авторского права. Итак, наша цель, именно цель специалистов по родным языкам, сохранить, приумножить и, скажем, передать следующим поколениям родной язык всегда достижимо с помощью вот этих проектов. Итак, для тех проектов, которые только начинают свой, скажем так, путь к отдельному сайту, имеется специальный, тоже координирующий сайт, называется он инкубатор Wikimedia, по-английски Wikimedia Incubator. Сейчас я туда перейду, простите меня за некоторую медлительность, может быть. Так, вот он. Как вы видите, сайт англоязычный, это не должно вас пугать, там интерфейс можно всегда переключить либо на русский, либо на казахский. Со временем алтайский вариант появится, будем на алтайский переключать. Тувинцы уже хорошо поработали в этом плане, Чучагай знает. Конечно, без ошибок не обошлось, но в том-то и ценность, что если даже ты написал с ошибками, можно либо отменить твою правку, либо другой человек может тебя в любой момент исправить. Это очень ценно, когда проект пишется на малом языке, где, может быть, нет даже устоявшейся литературной нормы. И всем все понятно, я не слишком тороплюсь. Итак, это не должно вас пугать, что сайт на английском языке. Здесь, в Wikimedia инкубаторе, расположены все сайты, которые еще не получили свой домен, отдельный сайт, вот как пишем. Башкирская Википедия, bat.wikipedia.org, тувинская также. А вот на алтайском языке, говорю сейчас специально нашим студентам-магистрантам, на южно-алтайском языке сейчас варианта еще нет. У него нет отдельного сайта. Почему нет отдельного сайта? Нужно выполнять определенные требования. И вообще, как возник этот проект, инкубатор? Несколько товарищей из России, из Сибири решили создать тестовый проект Википедии на сибирском языке. Слава богу, сейчас этот проект заморожен и удален. Там захотели писать на сибирском, как бы. Американцы-то не в курсе, что такого языка просто нет. Взяли, разрешили. Сервер Википедии расположен в штате Флорида, в Соединенных Штатах, поэтому, я говорю, американцы разрешили, тогда это еще не было модерируемо, не было этого проекта. Такого бреда там написали, что это был чуть ли не международный скандал. Открыли широчайшее общественное обсуждение на эту тему, ну, внутри Википедии, разумеется, внутри Вики-сообщества. Итак, в итоге появился проект под названием Wikimedia инкубатор, и пока вы требования некоторые не выполнили, не выйдет проект на отдельный сайт. Что это за требования? Сейчас говорю в основном алтайцам, но башкирам это тоже касается, у них только Википедия. У них нет вики-словаря своего, нет вики-китапхана, нет чего еще? Вики-новостей. Если вики-китапхана развивается, вики-библиотек тоже моими стараниями, в том числе, простите за мою жуткую нескромность. Итак, то, например, Wiki-алтар в зачаточном и страшно плачевном состоянии. Есть еще один замечательный проект, по-башкирски называется Wiki-Wisdom Tag, по-английски Wiki-Quote, по-русски Wiki-цитатник. Берете автора и самые крылатые известные цитаты из его произведений их собираете. Тоже ведь полезная штука, правда?
бесполезного в Викисреде ничего нет. Так, все понимают? Языковой барьер преодолели? Отлично. Итак, требования, чтобы проект вышел на отдельный домен. Во-первых, достаточное количество носителей языка. Для всех присутствующих здесь это требование выполнено. Башкуртса говорящий человек бигкут. По-алтайски говорят, конечно, чуть меньше людей, но все равно хватает. А то вот, например, на энецком языке, знаете, крайний север, там говорит всего до 20 человек. Ну какая им Википедия, прости господи? Кто будет править? Потому что достаточное количество носителей языка. Или там нивхов, 2 человека осталось. Ну куда им Википедию? А если эти 20 человек так активно будут работать, вот если сравнить, вот, допустим, вот самое главное миллионы, а не работают, нет вики новостей, не заполняют. Вообще нет, абсолютно. Вот. А эти 20 человек как активно будут работать? Самая главная задача убедить языковой комитет, что будет достаточное количество людей, способных и готовых это править. Я говорю носители языка, это не значит на уровне родного, это значит, что хотя бы он хорошо должен знать. Эксперт по языку, хотя бы один должен участвовать. Во-вторых, язык должен быть официально признан международно. Это касается и башкирского, и южноалтайского, и казахского, здесь проблем никаких не будет. Итак, вот недавно был скандал, в Википедии на так называемом черногорском языке попыталась получить отдельный сайт. Активность там есть, все работает. В Черногории этот язык имеет официальный статус под таким названием, но международно он не признан, им раздела не дали. Естественно, это будет, опять же, жуткий международный скандал. Сейчас не знаю, что из этого выйдет. Хотя черногорцы народ трудолюбивый, как-нибудь убедят языковой комитет, на них не будем беспокоиться. Итак, третье требование – это активность внутри раздела во время вот его этого инкубационного периода, скажем так. Как минимум 3 человека должны участвовать. И они как минимум 10 правок в месяц должны делать. 10 раз изменять какие-то статьи или добавлять что-то новое от себя. Как минимум 3 человека, как минимум 10 раз в месяц. По-моему, совершенно выполнимые требования, правда? Неужели нельзя найти 3 нормально знающих язык алтайцев или казахов или башкир, которые готовы каждый день, допустим, по одной правке вносить, уже будет прекрасно. Несложно же, правда? И 4-е требование – это перевод интерфейса на целевой язык. В первую очередь надо переводить 500 основных сообщений, потом надо, уже если второй проект выходит, там, допустим, Википедия есть, хотите викисловать, надо переводить все, совсем все. Там очень много системных сообщений, которые должны отображаться на языке. Вот, например, я зашел вот сегодня утром в аккаунт, вижу, у вас есть новые сообщения. Это должно быть написано на башкирском. Как на алтайском скажете? Вот так. Вот это должно висеть вместо русского интерфейса. У вас не должно писаться, у вас есть новые сообщения, должно это писаться на родном языке. Да. Весь интерфейс, все как можно больше должно быть на родном. Поэтому нужны специалисты по информатике. А если таких специалистов нет, так что же? Это вам очередной повод развить свой язык. Информатическая терминология не обязательно все корректировать с русского. Так же, как и в тексте статей. Не надо хвататься за русизмы, как утопающий за соломинку. Придумывайте свои слова. Пусть это будет звучать необычно, пусть творчески. Но главное, чтобы это было понято. Главное, чтобы звучало как не ошибочное, как не тарабарщина какая-то, а как реально составленный текст. Можете возвращаться к традиционной терминологии, например. У нас в башкирском разделе администратор раздела, знакомая должность всем, да? Понятно, что это такой администратор раздела. Может заблокировать участника, может, скажем, что он еще может сделать? Удалить страницу, защитить от редактирования страницу. Ну не дай бог, там вандализм начался. Надо защищать. Вот это может сделать администратор. У нас эта должность называется хаким. То есть, по сути, это раньше управляющий лет 100 назад, и техника, на подтвердите. Так, ведь управляющий.
А сейчас это администратор вики-проекта. В алтайском какое-нибудь такое слово есть? Как раньше могли называть вот, возглавляющих, управляющих кто-то? Как? Башкарачи. Вот замечательное слово. Чтобы не говорить по-русски администратор, можете вот так на алтайском сказать. Итак, сейчас, что касается уровня работы сейчас уже на отдельных доменах, тувинский раздел работает вроде как довольно хорошо. Я иногда за ними слежу, пока сам не редактирую, уровня языка еще не хватает. И вот еще в чем преимущество, раз уж я упомянул про уровень языка. Может писать в этот раздел человек, даже не знающий как следует всей грамматики. К примеру, я на алтайском у вас, наверное, уже уши повяли от моей жуткой речи. Тем не менее, я вполне... не слишком хорошо знаю, но тем не менее я вполне могу, если позволяют мне это способности, позволяет мне это среда, вполне могу писать туда статьи. Итак, да, конечно. А вы имеете какое-то отношение к башкирской Википедии? Я модератор раздела. Это тот, кто может назначить еще одного администратора, если это понадобится. Можно еще, когда вы начали заниматься башкирским? Как раз примерно тогда, когда начал изучать язык. То есть вот в 2012 году я уже был администратором раздела. То есть Википедия это отличный источник изучения, да? Это и источник изучения, и источник самосовершенствования. Сами себя можете проверить. Забыли слово, ничего лезем, либо лезем в слова, либо сами придумываем, пишем. Потом, если кто-то увидит ошибку, обязательно поправим. А для школьников какие возможности? Для школьников, учителям это будет небольшая разгрузка. Почему? Потому что легче давать домашние задания. Проштрафился у вас ученик. Пожалуйста, пусть напишет там, допустим, 10 словарных статей и выкрикнут их. Пусть напишет там, проштрафился, сложные двойки пошли, пусть пишет словарные статьи, вы проверяете, и будет всем счастье. И будет всем счастье. И вот еще один важный момент, я все время забываю, что есть здесь среди тех, кто здесь присутствует, есть те, у кого нет вообще никаких разделов, никаких проектов, простите. Один эксперт по языку обязательно должен остаться не аффилированным в проект. Когда раздел уже на финальной стадии утверждения, активности хватило, значит, интерфейс переведен, все готово, осталось только утверждение языковым комитетом. Должен быть один эксперт по языку, будь то профессор местного университета, вот ту же Сурну Борисовну можете привлечь к этому. Она не должна редактировать, не должна быть вовлечена в проект. А как только понадобится вот перед самым открытием, она должна написать письмо в языковой комитет. Да, статьи написаны на великолепном южноалтайском языке. Все. И потом может спокойно сидеть сама редактировать. Альвик, да? У нас проблема такая, у южных алтайцев, как сказать, нет таких носителей, что очень мало у нас стало южных алтайцев. Сам как канчики? Народ, вот из орыс тілге көшкен. Ага, понятно. Ол алдында үйде ссылкаға көшті деп орыс келгені, сертификат. Түндік алтай тілі арқылы, түндік алтай тілі. Ал құманды, часанды дейді, көшті асылыстырды. Так, вот. Как это возродить, какими методами, как найти этих носителей языка? Так, это понятно. Там статистика велась, там только свой язык хорошо знает только старшее поколение, а там уже среднее, чуть-чуть разговорное, а уже молодежь совсем не. Получается, 3% Алтай чакши были. Алтай. Ну, южная, да, я про северных имею в виду.
Сразу оговорюсь, на южно-алтайском языке отдельный раздел, на северно-алтайском отдельный, поскольку на международном уровне они признаны как два разных языка. Раньше, возможно, были признаны как, а теперь признаны двумя разными языками. Итак, по поводу количества носителей. Сейчас ты озвучил самые главные проблемы, самые главные вещи нашего поколения. Во-первых, нехватка носителей. Во-вторых, нехватка людей, как следует говорящих на языке даже. Пусть это будет русский, но ты хорошо пишет на алтайском, будем считать его носителем. Так, вот это, кстати, замечательное средство пропаганды языка. Молодежь как считает? В интернете можно только по-русски, по-английски писать, а на родном только с друзьями болтать можно. Есть же такое мнение? Да. И тут они видят, так на алтайском, оказывается, и Википедия есть. Потому что Википедия это 5-й по популярности сайт в мире. А у него, оказывается, и алтайская версия есть. Мы можем и на родном языке, оказывается, писать. Так это же смог на голову все перевернуть. Вернее, с головы на ноги. Вот, нормально поставить. Вот это ключевой момент, когда можно возродить престиж языка. Вот как только мы стали пропагандировать немножко башкирскую Википедию, тут же посыпалось жуткое количество жутких по своему содержанию правок. Не все писали хорошо, конечно, ошибок много было. Но я писал, если вы увидите, как я писал на башкирском 3 года назад, вы будете в шоке. Увидите, упадете. Полный бред. Но писал. Ладно, меня сначала, как будет по-русски, на меня как? Замечательным деятелем, считать, ругали. Некоторые. А другой участник додумался, что я не слишком хорошо язык. И стал меня исправлять. И это мне послужило толчком. Я стал сам, значит, изучать язык на практике в основном. Теорию только потом стал усвоить. Вот и вы так же делаете. Человек 10 даже плохо знает язык. Если вот обрусевший страшно, он хочет писать по-алтайски, пусть с ошибками пишет. А вы правите и объясняете. Каждая из таких страниц обсуждения, где можно обсудить, допустим, спорный какой-то момент. Вот цель алтайцы нужно алтайцы один народ или 2 разных народа. Там в статье так написано, а вы по-другому думаете. И сложите мысли в обсуждении. Это всегда такое свободное место, где можно все обговорить. Если вдруг начинается какой-то вандализм, кто-то начинает, значит, писать элементарно мусор в статье,